Эти сибирские горы многое помнят. Легендарных кочевников гуннов и воинственных потомков Чингисхана, отчаянных казачьих атаманов и царских воевод, китайских купцов и русских раскольников. Здесь правили ханы, императоры и комиссары. Через горы перекатывались волны нашествий и войн. Одна эпоха сменяла другую. Все прошло. Горы остались. И по-прежнему они хранят только им ведомые тайны. Это место называется Катазы. Илларион Львович Пермяков приехал сюда 7 лет назад. Когда вы сюда приехали, здесь что было? Когда мы сюда приехали, старенькие развалюшки, заваленки были, гнилушки. Здесь вот стоял дом, вот тут вот тоже. На нашем месте тоже дом стоял. Мы это все убрали. Вон там дом стоял. Только что нежилые гнилушки. Их не очень-то здесь ждали и поначалу отнеслись неприветливо. Угрожали в основном, так не пустят вас, все равно пришибут, прибьют. Ну, ничего, что-то не послушали, ничего, поехали, да и все. Я ребятишкам сказал, говорю, Бог не выдаст, свинья не съест. Поедем. Без Божьего повеления ничего не делается. Решили, поехали. Иллариону Львовичу было под 60, когда случилась нежданная беда, умерла жена. Легко ли тут вдовцу с 12 детьми? Развалился местный колхоз, а еще с людьми что-то произошло, будто все устои в них сломались. И пока государственные мужи решали, по какому пути пойти России, по американскому, китайскому или аргентинскому, Илларион Львович сделал то, чего никто не ожидал. Оставил насиженное место и отправился в Катазы, заброшенную деревню в глухой тайге, где когда-то родился. Илларион Львович, а где замок-то на двери? А у нас замков нету. Чего? Замков нету. Нету замков, даже крючка нету. Как так? Просто. А кто зайдет? Зайдет, выйдет. Зачем он тут? От кого замыкаться? Все живут сами собой вроде бы, ну как в одной семье примерно. Сейчас вот попробую кто-нибудь отколесь, все этим уже никакой помощи не будет, самому надо все снова начинать. Сейчас у них вот даже вот взять вот ребят, у них своего даже инвентаря никого нету, все общее. Идут, смотрят, где что лежит, берет и работает. А если вот как сейчас, допустим, взять простой народ весь, так он же не будет здесь жить никак. Подергаться маленький и сразу же удерет. Значит, надо оптику подкрутить и мушку подкрутить. Мушку закрутить надо. Желающих жить здесь мало. Илларион и его семья привыкли во всем полагаться на себя. Каждый здесь и плотник, и охотник, и рыбак. Могут и дом поставить, и соболя выследить, да и валенки свалять для них не проблема. В общем, как они говорят, народ у нас крепкий, а кто хорошо делает свое дело, тот всегда выживет. И вправду судьба человека в его характере. В наших деревнях мораль шибко уж низко пала сейчас. Просто даже неприятно даже смотреть на это. Вот и в основном-то мы из-за этого, можно сказать, что и уехали, так что. И на этом же потом наши же и дети же воспитываться будут, и вот это вот все как-то нехорошо просто. Как-то это даже не то, что жить в этом, смотреть на это неприятно. Сейчас, например, мы тут живем, у нас нет вот этого даже телевизора. Вот. По телевизору тоже всякую всячину кажут. Не столько хорошего, сколько плохого там.
А когда этого не видишь, и самому спокойнее гораздо. И ребятишки этого не знают. А когда узнают, у них уже организм, ну, как-то, они постарше все равно будут уже, они, может, уже что-то понимать будут по-своему уже. А то они воспитываются на этом, а это уже плохо. Без хозяйки и дом сирота. Ксения Гавриловна, жена Иллариона, пришла в дом 3 года назад. Друг о друге они узнали, как здесь принято, через родственников. Переписывались, а потом познакомились. Ксения Гавриловна когда-то была кадровым охотником, 6 лет ходила в тайгу, стреляла белку, соболя. В семью она вошла легко, со всеми сразу нашла общий язык. Снохи бегают к ней советоваться о жизни, зовут мамой. Летом было, как раз в огороде садили. Они пилили там на пилораме на своей. Говорю, он прибегает, иди скорее домой. Говорю, что случилось? Петьке пальцы обрезала. Ой, меня все заколотило, не могу, прибежала. А он весь беленький сидит, как не знаю что, и еще руку вниз держит. Кровь льет из всех 3 пальцев, лужа крови уже. Ну, перетянули, да все сделали, пока вроде остановили, нормально все. Всю ночь к нему соскакивала, вставала ночью его, еще таблетки давала его, анальгин, эти капли валерьянки давала от сердца. Тяжело же, больно, боль. С сердцем плохо у него. Ну. Утром-то встал, еще не успели позавтракать. Стали собираться. Говорю, где Петро-то у нас? Ну-ка, зовите его. Пошла на улицу, вышла на берег. Смотрю, он уже тут вот бродит и удочкой забахивает. Эту ручонку так свою правую держит, а левой рукой у него, что левая, то правая одинаково. Левой рукой уже рыбачит. Я на него закричала, там он похохатывал только и все. А потом его увезли, когда в больницу-то. Ну, там ему косточки эти все повытаскали, почистили все раночки. Ну и он в больнице-то 2 недели, наверное, он пробыл там в больнице. Все, вылечился и пешком пришел домой. 100 километров. Только пришел домой дня через 3, вертолет прилетел. Говорю, так что ж ты не дождал? Да, буду я его там ждать. Так-то надежнее. Пришел, да и все. На рыбалку надо быстрее. А палец, что я пришла туда на пилораму, так смотрю, он у них лежит палец. Я говорю, так что ж палец-то не подобрали? Давайте хоть его похороним. Что взяла, пошла его в ямочку выкопала, да закопала. Говорю, что он будет наверху-то болтаться? Первая жительница Катас, из девок, вот из женщин, самая первая привезенная сюда. Здесь были одни мужчины, я на них на всех готовила. Было их 12 человек, приходилось на большую семью готовить. А я вышла замуж в 17 лет, мне с непривычки. А у меня была работа только приготовить, да посуду помыть, да постирать на них, больше я ничем не занималась. Школу окончила и замуж вышла через полгода. Степан приехал ко мне 6 февраля в гости. Но они приехали как... Их бабушка сказала, что вот есть в этой семье девушка, может, съездите, посмотрите. Обычно со свахами ездят. Берут сваху, и родители, или вот тетка была с ним. Вот приехали сваха, и тетка, и он. Мне сначала показалось, что за старик седой. Правда, серьезно. Я в окошко смотрю, он мне показался весь белый, седой, а потом, когда пригляделись, поговорила я с ним. И я все время говорила, зачем, говорю, ты меня сватаешь, много девушек хороших, а ты меня выбираешь. А он наоборот, я, говорит, от тебя не отстану, ты теперь моя пара будешь, а ты все. Через 2 недели мы поженились после знакомства. Мы дружили совсем, вот, сколько, 3-4 дня всего. Сначала сбрачили их, молились, потом брачили, как брак происходит. Благословляют, родители благословляют с одной стороны, и вторые родители с другой стороны, жениха и невесты. В ЗАГС-то ездили, расписывались. Да нет, наверное. Чего он ЗАГС-то? Так, это фальшивое все. От ЗАГСа-то вот и потом разбегается быстро. А тут-то закон примут Божий, тут уже не скоро разбежишься. У нас такого не бывает. Только вот бывают такие случаи, что вот разойдутся, не понравятся друг дружке, там не сойдутся характером, или, как говорят, сейчас все характеры виноваты.
не хочет покориться друг дружке. Уже если разошлись, были сбраченные, уже ни тому, ни другому не жениться, ни замуж выходить. Нет закона. До смерти. Все. А если один кто-то умер, тогда можно жениться одному. А вообще я в детстве мечтала жить в таком уголке. Мне нравилось быть в тайге. В воскресенье мы с девчонками все время уединялись от деревни, уйдем куда-нибудь на поляну, по горам лазили. Я любительница по горам лазить. Я уже 3 раза слазила вот сюда, на эту гору. Была беременная первым ребенком и лазила на гору. Представьте, уже было мне месяцев 8, уже живот здоровый, а я все равно на гору полезла. Степан, ты куда пошла? Я говорю, пойду прогуляюсь. Он потом смотрит на гору. Ты что, на гору ходила? Я говорю, да. А он удивился. Говорит, ну надо же так. Знаете, в цивилизации я была. Я, когда была в девчонках, на танцы ходила и на всякие дискотеки, и все, везде я это видела. Но мне это не к сердцу. Ну, иногда бывает охота развлечься немного. Потанцуешь дома перед зеркалом, да и опять успокоишься. Бывает, конечно, и охота. Зуб. Я пришла, говорю, тятя, я уже не могу. Ты, говорю, дергай мне зуб. Он взял мне без снотворного, без укола, без всего. Ты, говорит, сиди, держись крепче на стуле. Сижу, вот так держусь. Он мне как дернул. И 2 зуба в раз пришлось вытащить. Илларион Львович, говорят, зубы умеете лечить. Лечить. Зубы не лечить, только что выдергивать. Это не лекарство. За это даже спасибо не говорят. За зубы. Эти сибирские мохнатые бычки полгода кочевали по таежным полянам, одичали, не боятся даже волков и людей подпускают к себе неохотно. Так что без ружья здесь не обойтись, иначе останешься без мяса на зиму. Да, зрелище, конечно. Но из крестьянской песни слова не выкинешь. Вообще жизнь в тайге мало похожа на идиллию. Она сурова, подчас жестока. Это просто цена выживания в этих местах. И законам выживания здесь с малолетства учатся у самой природы. А сколько внуков-то у вас? Ну, здесь-то у нас 16 всех-то вместе, но остальные тут старшие-то учатся в школе. А всего? Ну, всего-то, если все вместе сложить, так 37 будет. А бывает, что Илларион Львович наказывает? Да, бывает. Если что-нибудь там сын какой-нибудь не послушается, он его наказывает, на утро на охоту не отпускает. Все, это самое наказание. На охоту завтра не пойдешь. Вот так, такое наказание. Яко боящимся его верным и правым христианам дадеся крест, им же знаменующие лица своя, убегает от лица лука, сирич от всякого навета и козней бесовских, и еже уязвляют беспрестанные сердеца верных, лукавые духи, завидящие празднующим чисто и богоугодно живущим. Видишь, вот они как завидуют. Вот это как понять? Вы понимаете, да нет? Ну как? Вот, как они завидуют этим вот тем этот христианам, бес, которые... Он завидует, который истинно живет. Всегда ему вот сеет на мозга, на сердце, вот чтобы он подчинился другому. Вот не так ты живешь, надо вот так жить. Вот как этот... Сеет вот постоянно. О том же глаголют святые отцы. И да, приходят злые помыслы или приводят тебя к греху, прикрести лице свое и призови распеншихся на кресте глаголющие: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня. И так удалится от тебе помысл.
Гости в этих местах события редкое и неожиданное. Никита Михалков появился здесь, конечно, не случайно. Он готовился к съемкам своего фильма «Сибирский цирюльник», и один из его друзей посоветовал приехать именно сюда. Кому же, как не Пермяковым, знать настоящую сибирскую жизнь. Отца в 41 году взяли, все. Тогда же жили голодом и холодом, босиками бегали. Я на своих ногах вон иголкой, нитками все ноги сшивал. Как? Ну вот прямо иголкой втыкаешь, и нитку все, и зашьешь все подошвы. Вот как жил. Хватили мы тут соплей капитально. Корье ели, и гнилье ели, и все подряд. Чего тебе не хватает сейчас, чтобы вот быть спокойным за Да. детей, за себя? Мне бы ничего бы я бы не хотел. Просто бы спокойно жить, чтобы не давили ничем. Самое главное – свобода. Все, что хочешь. Посмотрите, ничего не прячем, все открыто. Куда еще лучше? Хочешь – сей, не хочешь – не сей. Чем другим можно жить, живи так. Конечно, трудностей много у нас сейчас. Вот эти ребятишки подрастают, их же надо учить, надо лечить. Вот рождаются. И дочка твоя здесь родилась? У меня вот здесь родилась вот дочь, старшая сейчас вот приехала. Вторая там, на Катазах. Даже никого не было посторонних, принимал роды сам. Сам? Ну это же страшно, нет? А куда А делать? ничего страшного, страшнее смерти, говорят, ничего нет. Человек на все приспособленный. Те же руки. Все нормально. Ты понимаешь, ты в данном случае не просто житель, ты как бы гарантия, что здесь будут русские люди, что здесь будет русская вера, что здесь будет обрабатываться земля русскими людьми. Тут есть самое главное, тут есть покой, вольное дыхание, мир и вера. А остальное все, понимаешь, вот можно сидеть за столом, какие-то слова говорить, а все будет пустое. А можно даже и за столом не сидеть, а вот переглянуться, как Розанов такой был у нас, писатель замечательный, который сказал: глянет один русский человек на другого хитрым глазком, и все понятно, и никаких слов не надо. А что, только дали и отобрали сразу листочки эти. Пути Господни неисповедимы. Мир не без добрых людей. Каждый верующий человек мечтает увидеть святые места. Уже граница рядом. Знаю, как. Могут вернуть. Была такая мечта и у Пермяковых, но как люди серьезные, они понимали, что мечта, она и есть мечта. И вдруг сбылось. Что ж, двумя счастливыми людьми стало больше.
Да, цивилизация полна соблазнов. Удобство, комфорт. Наверное, поэтому люди живут в больших городах. Строят широкие дороги для роскошных машин. Хорошо в машине-то ехать. Мягкий Мерседес, да? Мерседес? Хорошая машина. Вот оно, изобилие. Вечное лето. Живи и радуйся. Наконец-то увидел вот прямо над собой виноград, как растет. А то не видал ни одного куста. Нормально техника. Хорошая. Домой ехать надо на ней. Ну а если тебе тут остаться жить? На этом бережку-то? Да нет, наверное, тут меня не присохнуть на этом бережке. Пешком уйду домой. Там у нас все равно лучше. По обычаю из дальней поездки всем гостинцы. Снохам цветастые платки, детям заморские фрукты, в дом финиковую пальму. Наверное, единственную в тайге. 4 моря я посмотрел сейчас. Не видал ни одного до этой поездки моря. Ну и какие впечатления о морях? Много воды. Много воды в него. А вот это вот рожки дерева, помните, блудного сына кормить хотели из повести-то вот там, о блудном сыне слово есть. Кормили рожками-то, его хотели накормить, о блудном сыне слово. Я не помню. Не помните? Это вот дерево такое, рожковое дерево называется. На нем, видишь, какие, как рожки растут. Вот. Ну и что они? Они вкусные, их едят, из них квас делают, едят их, они вкусные. Короче, паренки наши. Можете попробовать, мы ели, они вкусные.
Но главное семейное приобретение – это книги. Здесь из века в век, из поколения в поколение передается наказ хранить книги со Словом Божьим пуще жизни. За спиною смерть косую, она ходит и не спит. Она ходит и не спит. Она ходит, нас зирает, у кого бы снять главы. Подоели, теперь тебя будем доить. Ты тоже у меня хорошая. Нет, стой, моя. Натура нужна в основном. Если все начало доделаю до края. А если за то, за другое ловиться, вообще ничего не сделаешь. Любое дело. Поплыл на ту сторону, значит, доплывать надо до той стороны, не обратно возвращаться. Вот и все, весь секрет. Любое дело. Взялся, доделай. А тебя как зовут? Роман Степанович. Роман Степанович. Скажи, Роман Степанович, а что ты умеешь делать? Я стрелять и рыбачить умею. Говорят, мы живем в смутное время, зыбко все кругом неустойчиво, и каждый ищет на что опереться. Самые привычные опоры – семья, труд и вера. Слишком просто? Может быть. Вообще истины так просты, что в них не очень-то верят. Но разве от этого истина перестает быть истиной?